Я Измаил Гутер Искандерович. Моя лекция сегодня, она действительно посвящена истории мечети. Я пока пытался вместить вот все свои задумки вот в эти 50 минут, понял, что это невозможно. В действительности можно провести не одну лекцию, посвященную этому замечательному памятнику и архитектуры, и культуры, и, главное, духовной истории татарского народа. На мой взгляд, вот действительно наше событие, которое сейчас мы здесь собрались, это, наверное, первое такое мероприятие, которое открывает вот этот самый музей. Он действительно открылся в октябре 2024 года, но до сегодняшнего дня здесь посетители только вот по большим праздникам или отдельные гости сюда приходили. Я рад, что сейчас есть возможность сюда прийти уже людям для того, чтобы вот увидеть тот музей, который сейчас существует. Ну, не совсем правильно, когда говорят, что я автор концепции, номинально оно так, но в действительности над историей изучения мечети Марджани и вообще в целом татарской слободы работало большое количество людей. И ну, вот я буду свою лекцию как раз сопровождать слайдами. И огромное количество литературы, которая писалась в том числе по истории татарской слободы, по истории мечети Марджани, вот она представлена на этом экране. И надо сказать, что до сих пор огромное количество белых пятен, лакун, которые посвящены истории этой замечательной мечети. Причем самое удивительное, что большое количество вопросов научно-исследовательских связано с советским, скорее, периодом существования вот этой мечети. Если 19 век мы можем прекрасно анализировать те документы архивные, которые у нас имеются, то по советскому периоду гораздо более все фрагментарно, и многие вопросы до сих пор не изучены. Ну вот здесь я представил несколько книг, которые посвящены в целом истории татарской слободы. К сожалению, вот отдельной такой большой книги, посвященной истории мечети, на сегодняшний день нет, но, на мой взгляд, это вот дело будущего, дело будущих исследователей. Несколько книг, которые я здесь представил, я так или иначе все равно базируюсь на тех книгах, которые и тех исследованиях, которые провели исследователи до меня. Это и замечательная книга Ради Каримовича Салихова с Рамилем Равиловичем Хайруддиновым, посвященная историческим мечетям города Казани. Это и книга Ильнура Рафаэльевича Минуллина, посвященная мусульманскому духовенству в 20-30-е годы. Ну и целый ряд вот сборников, которые выходили, сборников конференций, посвященные татарской слободе в первую очередь, но тем не менее, так или иначе, они затрагивали историю мечети. Надо сказать, что вот наша экспозиция музея как раз то же самое начинается с того, что когда говорят, что первые мечети возникли здесь в конце 18 века, это, конечно, неправильно. Дело в том, что, по всей видимости, первые мечети, которые возникли в татарской слободе, уже через 40 лет после завоевания, практически после завоевания Казани в 1552 году. По крайней мере, в 1591 году казанский митрополит Гермоген как раз писал письмо царю Федору Иоанновичу о том, что прежде всего от казанского взятия в 40 лет не бывали в татарской слободе мечети, а ныне учили мечети ставить близко к посаду, всего как из лука стрелить. Но сама вот эта фраза даже как из лука стрелить, это не, по всей видимости, не была игра слов, а сам Гермоген намекал на некую опасность, которую представляет и жители татарской слободы, несмотря на то, что мы всегда говорим, что татарская слобода выделялась, и в этом плане ее рассматривали как неких агентов влияния, в том числе царской власти, на другое татарское население. Тем не менее, вот этот как раз указ фиксирует, что начали появляться мечети здесь, видимо, в конце 80-х, начале 90-х годов 16 века. На протяжении нескольких лет у нас очень мало, вплоть до начала 18 века, практически нет сведений о татарских мечетях. Отдельно упоминается о присягах служилых татар, ну, по всей видимости, тоже связано это было, тем не менее, с мечетями. Но вот есть такой замечательный план 1750 года, который был опубликован и обнаружен исследователем Халимом Минуловичем Абдуллиным. Вот, в частности, он как раз опубликовал план татарской слободы, на котором как раз указаны две мечети, которые, по всей видимости, к этому периоду существовали. Вот на современном плане, также по карте 18 века, было регистрировано примерное расположение вот этих мечетей, первых мечетей, деревянных мечетей 18 века, которые, по всей видимости, располагались, вот одна из них располагалась недалеко от мечети Марджани современной,
а другая, по всей видимости, располагалась в районе современного тогда границы Сенного базара. Там долгое время располагалось татарское кладбище, которое фиксируется и в крестовой книге 65-67 годов 18 века. И, по всей видимости, там какая-то находилась тоже мечеть. После пожара, к сожалению, текст почему-то полетел на слайде, но тем не менее, после пожара 1742 года и пожара 1749 года, по всей видимости, пострадали, в том числе, как известно, татарская слобода практически полностью выгорела. И пострадала в том числе одна из мечетей, которая в 1749 году тоже сгорела во время пожара. И восстановить ее уже власти не позволяли. Вот в этой связи как раз и стал вопрос о необходимости появления новых мечетей, но разрешения от царского правительства на это не было. Кроме того, ситуацией, связанной с пожаром, воспользовался и казанский митрополит Лука Конашевич, который, по сути своей, шел по тому же пути, что и Гермоген. Он пытался представить татарскую слободу как некая опасность для царской власти. В этой связи он как раз призывал, во-первых, выселить эту татарскую слободу на новое место, а кроме того, снести и убрать те мечети, которые там сохранялись. Так или иначе, эти все события привели к тому, что действительно жители татарской слободы неоднократно обращались в Санкт-Петербург и обращались в царскую администрацию с просьбой о разрешении, во-первых, не выселяться из татарской слободы, во-вторых, построить здесь еще, восстановить те мечети, которые пострадали в результате пожара 1749 года. Здесь еще есть такая бытует легенда относительно того, что Лука Конашевич говорил о том, что якобы обвинял татар в поджоге. Это неверно, поскольку сам Лука Конашевич как раз говорил о том, что в день пожара он нашел несколько свидетелей, и сам отчасти был свидетелем этого, что большой какой-то яркий огненный шар упал на территорию татарской слободы, оттуда разгорелся большой пожар, который уничтожил большую часть города. И как раз в отношении правительствующему синоду он говорил о том, что это есть кара Божья. Она как раз показывает, почему загорелась именно татарская слобода, что же даже Господь Бог не стерпел вот этого надругательства над православной верой, и таким образом, в общем, своим каким-то вот этим чудодейственным огнем начал сожжение татарской слободы, и от чего пострадали в том числе православные церкви. Вот это одна из таких идеологических, в том числе, идей, тех идей, которые сам Лука Конашевич пытался представить. Сам правительствующий синод обращался к Луке Конашевичу с просьбой подтвердить, действительно ли был это чудодейственный огонь некий. Вот он искал свидетелей этого события, но тем не менее дальше дело не пошло. Надо сказать, что события и вообще в целом жизни татарского народа и татарской слободы изменилось в эпоху Екатерины II, которая как раз приняла целый ряд законодательных указов, законодательных актов и указов, которые во многом изменили положение и ислама, и татарского населения в Российской империи. Этому несколько предшествовало событий. С одной стороны, это посещение в 1767 году города Казани Екатерины II во время ее великого большого волжского вояжа. Кроме того, деятельность уложенной комиссии, которая должна была собрать все чаяния народов Российской империи и представить ее государыне. Вот в частности там участвовали в том числе представители татарского населения и депутаты от татарской слободы, которые как раз собирали все свои чаяния и надежды, связанные с царской властью. И одним из просьб к населению было просьба о разрешении исповедовать религию, исповедовать ислам. И в частности, вот как раз представители татарской слободы точно так же обращались к Екатерине с этими просьбами. В результате, знаменитая история, Екатерина II, побывав в Казани, в том числе посетила татарскую слободу. По всей видимости, здесь она встречалась с представителями татарской слободы, как указывается, что некие лучшие люди, абызы, встречали ее. И вот знаменитая легенда о разрешении, о том, что она из устно повелела разрешать татарам построить здесь две каменные мечети. Одна из них мечеть Маржани, и другая Апанаевская мечеть. Надо сказать, что с Екатериной II связано несколько важных, как я уже говорил, законодательных актов, которые
во многом изменили положение татарского населения. Почему произошла вот такая смена политики? Во многом потому, что сама Екатерина II поняла, ну, особенно чувствуя, что вот это нарастает недовольство среди инородческого, особенно населения, она чувствовала, что необходимо изменить политику и поставить гражданскую лояльность населения, представителей различных народов, выше, чем их различные конфессиональные и этнические различия. И в этой связи вот как раз она, во-первых, в 1764 году закрывает контору новокрещенских дел, который действовал в Казанской губернии. Лука Конашевич переводится из Казани. В 1773 году выходит указ о терпимости всех вероисповеданий. И в 1784 году, например, татарский Мурзов уравнивается в правах с русским дворянством. Но здесь еще сыграло свою роль и завоевание Крыма в 1783 году. Этот указ в том числе был направлен на крымскую знать, которую необходимо было привлечь на сторону российского государства. А вот в 1788 году учреждается Духовное Магометанское собрание, которое по сути своей, вот даже современное духовное управление мусульман, отчасти продолжает традиции вот этого органа, который создан еще был при Екатерине II. Что касается самой мечети. Действительно, она разрешила здесь строительство двух каменных мечетей. По сведениям Шахабуддина Марджани, он говорил о том, что к строительству мечети подключились наиболее богатые, видимо, представители татарского общества и представители татарских слобод. В частности, он говорит о 62 людях, которые выделили сумму примерно 5000 рублей. Ну, действительно, огромная по тем временам сумма. И он как раз говорил о том, что, выделив эту сумму, они начали искать возможности для того, чтобы вот, искать строительный материал. И в частности, он говорил о том, что один из мул ездил вплоть до Астрахани и искал там, например, камень, который необходим будет для строительства вот этой каменной мечети. Ну, вообще, отдельно надо сказать, что кроме выделения средств, считается, что мулла, и сам Шахабуддин Марджани писал, что мулла Абу-Бакир Ибрагимов, Муэдзин Исхак Ибрагимов и Муртаза Юсупов отдали для строительства будущей мечети свои личные земельные участки, которые, по всей видимости, вот располагались на том месте, на котором и находится ныне мечеть Марджани. Так или иначе, отдельно надо отметить, что сам Шахабуддин Марджани, например, говорил о том, что среди вот этих 62 человек не было представителей династии, будущей богатой династии Юнусовых, поскольку, как он говорил, тогда они на тот момент не были богатыми людьми и были, в общем, довольно по своему материальному положению среднего достатка. И вот среди как раз этих 62 человек он этих Юнусовых никогда не выделял. Что касается мечети. Строительство началось с 1767 года и, по всей видимости, к 1770 году было закончено. Здесь стал один из таких вопросов касательно облика мечети, архитектурного облика мечети, в которой мы сейчас находимся. Дело в том, что, по мнению доктора архитектуры Нияза Хаджиевича Халитова, первоначальный облик мечети отличался от того облика, который мы имеем на сегодняшний день. По его мнению, вот реконструкция, которая была выполнена им, мечеть первоначально была выполнена в стиле русского барокко, и она отличалась полихромией определенной, то есть это сочетание желтых, зеленых цветов. Но, по его мнению, вот он сравнивал в том числе с Петропавловским собором по своей архитектурной такой вот цветовой гамме. Вот он как раз сравнивал мечеть Марджани и Петропавловский собор в Казани. Кроме того, по его мнению, минарет, который был выстроен первоначально, отличался от того минарета, который имеется на сегодняшний день. Ну, действительно, перестройка минарета произошла в XIX веке, и, возможно, действительно минарет, который был построен в начале, к 1670 году, отличался от того минарета, который уже дошел до наших дней. Ну, вот, в качестве подтверждения его своих слов, например, Нияз Халитов говорил о том, что когда была большая реконструкция мечети, в том числе в 1680-е годы и в более ранний период, что он поднимался на крышу мечети и, в частности, под побелкой нашел некие охристые цвета, то есть более такие желтого цвета, остатки некой штукатурки. По его мнению, как раз вот это и тоже в том числе подтверждает идею
о том, что сама мечеть имела несколько другую форму минарета, ну и сам ее вид был, как я уже говорил, более такой яркий, не такой, вот, как сейчас классический, в стиле такого классицизма скорее выполненный. Ну и вот отдельно он рассматривал в том числе аспекты, связанные с тем, что вот здесь вот представлена такая схематичное изображение мечети, где он как раз пытался показать гармоничность высоты минарета, которая отличалась в том числе от современного его вида, и что нынешний минарет несколько отличается по своей форме и высоте в том числе. Ну и отдельно вот здесь выделено два этажа, это первый, второй этаж, первый этаж, на котором мы вот сейчас находимся, которые были первоначально построены. Дальнейшие пристрои осуществлялись уже в XIX веке и в XX веке. То есть то современное здание, вот, которое сейчас пристроено, вот, буковкой «Г» к историческому зданию мечети, оно появилось только уже в XX веке. Надо сказать, что вот этот облик, исторический облик мечети менялся в том числе под вообще воздействием и влиянием политической ситуации в стране. Я на этом остановлюсь чуть позже. Те перестройки, которые произошли с мечетью Маржани в XIX веке, вот я выделил несколько, которые во многом были выполнены и сделаны представителями татарского купечества, в том числе купцами Юнусовыми. Ну вот, например, в 1985 году перестраивается минарет, он обретает вот ту форму, которая имеется на сегодняшний день. В 1887 году вокруг него был устроен ажурный вот этот металлический парапет. Еще ранее, в 1863 году, был перестроен михраб в том числе. Считается, что он был увеличен и добавлено вот это окно, которое есть у него сейчас. Кроме того, в 1861 году считается, что была перестроена сама крыша. И кроме того, была заменена деревянная ограда вокруг мечети на каменную ограду, которая, по сути своей, в том же виде дошла до наших дней. Видимо, вот с начала XIX века, когда мы говорим о том, что да, с 60, возможно, среди представителей вот этих 62 богатейших представителей каких-то татарских купечеств, татарских семейств, татарской слободы Юнусовых не было, но тем не менее в начале XIX века вот эти купцы Юнусовы начинают все больше и больше играть роль в первом приходе, к которому относилась мечеть Маржани. Ну, тогда первая соборная мечеть. По крайней мере, вот в начале XIX века они начинают активно участвовать в торговле, в том числе поездки в Кяхту. Это знаменитое место торговли, русско-китайской торговли, куда они вывозили различные кожи для продажи, там выменивали на эти кожи чай, привозили его в Казань и впоследствии распродавали по различным ярмаркам Российской империи. Вот в том числе как раз это стало во многом залогом их успешного процветания впоследствии. Считается, что вот наибольше как раз добился успеха на экономическом, вот этом, на коммерческом поприще Мухаммед Рахим Юнусов, который он строит кожевенные заводы, начинает торговать кожевенными товарами на Нижегородской, Оренбургской, Ирбитской ярмарках, в том числе выезжает в Среднюю Азию. Это все позволило вот сформировать Юнусову достаточно мощный торговый капитал, который и продолжили его сыновья и внуки, наиболее ярким представителем из которых являлся Ибрагим Губайдулович Юнусов, казанский купец. Вместе со своим братом Исхаком они, например, получили статус и звание коммерции советников, единственные из татарского купечества, кто удостоились этого звания. Это звание удостаивались люди, которые на протяжении нескольких лет находились в статусе первых гильдейских купцов. В действительности это довольно сложное дело удержаться вот в этом статусе, поскольку могла меняться политическая конъюнктура, экономическая. Если ты, съездив в Кяхту, в итоге выменял кожи не по выгодному для себя курсу, то в конечном итоге, ну я уж не говорю о том, что если тебя ограбили по дороге, то ты попросту оказываешься без средств к существованию.